После возвращения на свою историческую родину крымские татары начали прекрасную, уникальную традицию Койдышлер-Курышева – встреча односельчан, связь поколений, знакомство с историей, общение с родственниками, возможность послушать воспоминания стариков, соприкоснуться с прошлым по рассказам тех, кто жил здесь до депортации. В минувшие выходные подобная встреча впервые за 33 года прошла в селе Кариис, где собрались уроженцы 3 сел – Гаспра, Мисхор и Кариис, а также их дети и внуки. Миллетин ветаны var, insanın küçük ветаны var. Мен için elbette birinci Kırım o Yalıboy, o Gaspra, benim babam Gaspra köyünde doğdu. Onun için bu köyde bir tarafından yüksek dağlar, hırlar, ikinci tarafından deniz. Мен келдім Красногвардейский районда. Мында doğuldu менің анам. Бүтін суя храбалар мында doğuldular. Мында келіп пек авес еттім. Бірінші сефер келдім. Оле авес еттім. Мында келмей, прям вот чувство переполняет. Хан анам келіп болса. Анам var 83 yaşında, но келмей оламай. А мечтает всю жизнь. Переполняет нас чувство радости. И большое спасибо хотим сказать организаторам, которые организовали эту встречу. Наши предки, мы, как говорится, уже потомки наших, уже нет живых наших родителей. Но мы стараемся поддерживать начатое дело нашими предками, что они жили здесь когда-то, любовались этой землей, а теперь мы старались, вернулись на свою землю. Мама тоже наша вернулась сюда. В этом селе, в Гаспре, родились мои дедушка, моя мама, и мои даишки, 3 их, которых я очень люблю. И вступив на эту землю, придя на эту встречу, я сразу вспомнила даже все их лица, все их пожелания, весь этот разговор. У меня такое чувство, что я сейчас нахожусь с ними рядом. Поэтому эта встреча, она мне дает очень многое. И я благодарна тем, кто организовал эту встречу. На Койдышлер-Курышеве в Кариизе собралось около 200 человек. Встречу традиционно начали с молебна в память о тех, кто погиб в годы депортации и кому так и не суждено было вернуться на свою родину. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Провести Койдышлер-Курышеве на своей малой родине – инициатива молодого поколения. Улькер Сейтбекирова признается, идея организовать встречу односельчан на исторической земле предков назревала давно. В последние годы я вместе со своими друзьями ездила по Крыму, посещала подобные встречи. Мой харбаба, он из Гаспры. И в Гаспре, в Мисхоре и Кариизе, где мы сегодня проводим встречу, ни разу не проводились подобные мероприятия. Я подумала, в принципе, а почему бы не попробовать? Оказалось непросто, потому что мало того, что нужно распространить информацию, нужно иметь какие-то материальные ресурсы. Мы организовали сбор, объявили во всех социальных сетях, в газете «Голос Крыма», что намечается встреча. Нас репостили, и в итоге, как вы видите, у нас более 150 человек собралось. Провести Койдышлер-Курышеве 16 сентября решили неспроста. Именно в этот день, 33 года назад, по инициативе вернувшихся после долгой ссылки на родную землю крымских татар, здесь был построен поселок Чаталхая, где сегодня проживает более 200 крымских татар. Наши люди, которые были с южного берега Крыма, разбили палаточный городок перед горисполкомом ялтинским, с требованием, чтобы дали хотя бы земельные участки. Мы же на жилье своих родителей не претендовали, потому что понимали, что там живут уже люди, переселенцы. И это мог бы вызвать большой конфликт. Но Ялтинский горосполком на это дело не шел, по разным причинам оттягивал. Даже некоторые депутаты говорили, что вы не увидите южный берег Крыма как своих ушей. Но я возглавлял этот палаточный городок.
Он дал поручение нашим людям, молодым, чтобы они подыскали место для самовозврата нашей земли. Огородили колючей проволокой наш лагерь. Вот. И стали строить времяночки. Нас громили. Вот здесь показано, как нас громили. Но мы выстояли. Амед Хардбаба родился в 1937 году. Ему было 7 лет, когда его вместе с семьей выслали из родных мест. Депортация отняла у него самых близких и родных, оставив глубокую рану в сердце и неутолимую боль. Отец у меня умер до 40-го года, оставил после себя 7 детей. Когда нас высылали, матери дома не было. Она пошла по родственникам что-то покушать, что-то взять. 7 детей было. В общем, без матери нас выслали. И только на станции Шурин нас мать встретила. Увидел, кое-как нашла. Мать у меня от голода умер, сестра умерла, а брат умер от голода. И нас 4 отправили в детдом. До депортации в живописных селах Кариис, Гаспра и Мисхор проживали преимущественно крымские татары. Эти места славились отменным табаком и плодородными садами. Харбабам тариф етерде насыр яшлықта түтін тарларчы çalışırdı. Bağları var idi, yüzümler, almalar, armutlar, kirezler. Bu yerlerde elbette o cennet yeri. Встреча односельчан, уроженцев сел Гаспра, Кариис и Мисхор прошла на одном дыхании, подарив много новых знакомств, интересных историй и незабываемых впечатлений. Гости и организаторы надеются, что это станет доброй традицией и на их малой родине. И они смогут собираться каждый год вместе с детьми и внуками. Aldım elmazdır taş.